Хоть опытный образец, да, что мы делаем. Вы можете передать друг другу, чтобы пощупали, что там. Когда получили грант, естественно, денег на покупку оборудования не хватало. Я шел путем получения кредитов. Тоже была целая длинная история, но кредит был получен, деньги на оборудку и докуп оборудования было получено. Можно там, наверное, слайдики? Нет? Все отлично. Вот в декабре я написал бизнес-план и получили деньги. Уже в декабре сразу же заказали оборудование. Оно пришло у нас только ближе почему-то к июню. В конце июня уже строительный сезон был закончен. И было такое принято решение мною, чтобы хоть как-то какие-то деньги заработать за период, я начал делать брусчатку на этом же оборудовании, потому что оборудование выбиралось многофункциональным, чтобы его можно было модернизировать при любых ситуациях, под любые нужды, которые хочется использовать именно в строительной сфере. Так как я был человек неопытный ни в бизнесе, ни в строительстве, поэтому пытался уменьшать риски, и было принято такое решение. Я отработал этот сезон, я произвел брусчатки, даже что-то заработали, какие-то небольшие деньги. Затем я начал все делать на арболит, именно производство, исследовать подбор состава, подбор технологий. Пока я исследовал его, инженер научного центра, где я все исследовал, заинтересовался и уже сделал заказ, и в феврале я уже приступил к производству именно самого материала. Так, запустили. Здесь вот видно цех и оборудование наше. Такие вот блоки, это есть арболит, это материал, который используется в строительстве на основе древесных отходов и цемента. Является экологичным материалом, очень теплым материалом и гидроскопичным материалом. Он подходит замечательно для малоэтажного строительства и хозяйственных любых построек. Коттеджи идеально подходят. Вот такую щепу мы используем, забираем с местных предприятий, в данном случае Севлеспил, который находится в Эжве. В состав входит щепа, цемент и вот такой блок получается. Здесь вот предоставлен образец, в котором это часть этого блока, где можно понять, что этот материал легкий, что в нем есть внутренние поры, которые сохраняют дополнительную теплоту здания, и он прочный, чтобы обеспечить долговечность постройки. Материал экологичный, пожаробезопасный, биостойкий, очень замечательный. Так, есть у нас сотрудники, все делаем по технологиям, так как я учился именно на производство строительных материалов, поэтому технологии были уже еще изучены в университете, и книжки были много начитанных. И качество. В первом сразу же сезоне мы уже произвели 700 метров кубических арболита. Это были хорошие показатели. Мы причем стартовали на год позже, чем другое предприятие, которое занималось тоже производством арболитом, оно называлось Архимед. Год назад они закрылись, мы уже до сих пор работаем, причем они очень много людей подвели, и мы 2014-2015 год мы еще выручали тех людей, которые подвела другая компания, чтобы они достроили свои дома и могли переехать качественно жить в своем жилье. Производительность у нас оборудования до 200 метров кубических в месяц, но это не всегда у нас получается. В основном на среднем мы производим 70, 80, 100, в среднем 90 где-то. 200 достигается повторной сменой, второй. У нас одна смена. Так. Поставляем по всей республике. Материал поставляем по всей республике. Айкино, Шошка, Выльгард, Сыктывкар, в Ухте у нас дом построен.
Ну, в Усинск там переговоры идем, но я их уговариваю, чтобы они у нас не заказывали, потому что далеко везти, я думаю, могут быть очень много проблем. Я им предлагаю другие варианты, чтобы они сэкономили денег. Так, ну дополнительно мы еще строительством занимаемся, чтобы реализовывать свои же материалы. У нас подобраны хорошие бригады, которые строят по всем нормам и СНИПам, что не все организации мелкого масштаба занимаются. Так, ну такие там всякие дома, это баня была, причем вот это из наших руководителей. Так, вот помогали. Строим 10 этажей. Я иногда выхожу ребятам помогать где-то, чтобы контролировать все моменты, чтобы качество было на высоте. Так, наши конкурентные преимущества и наши конкуренты. В основном мы конкурируем, если это берется материал арболит, мы конкурируем с городом Киров. Так как в городе Сыктывкаре уже у нас конкурентов не осталось, мы остались одни. Киров у нас побеждает ценой, но цена она двоякая, в ущерб качеству. В нашем городе мы не можем делать некачественный продукт, потому что люди потом придут к нам, скажут, что вы нам сделали, нам жить еще далеко. В этом плане лояльность Кирова немножко понятна, то что люди уже не поедут в Киров не менять материал, не высказывать какие-то претензии или еще что-то. Данный дом мы строили как раз Северная долина, новый коттеджный поселок. У нас там был самый первый дом, который мы построили, в чистом поле мы строили. Даже без электричества все придумывали на ходу, как выходить из тех или иных ситуаций. Сейчас вот на Ручейной у нас такая же история, мы также строим дом, где нету еще ничего. Вот мы не боимся трудностей. Так. Основные еще конкуренты наши, это, естественно, традиционные строительные материалы, которые используются в строительстве. Это дерево, это пеноблоки, это кирпич. И сложность внедрения в общее пользование этим материалом является относительно его новизна. Так материал, в принципе, разработан в 60-х годах прошлого века, прошлого века, но в нынешнюю популяризацию он вошел только начал с 2008 года, когда начался определенный кризис, у людей стало меньше денег, и люди стали заботиться о более здоровых, теплых, здоровых жилья. Вот. И всегда приходится объяснять человеку все преимущества и недостатки тех или иных материалов. Когда к нам люди приходят, это первое, что происходит, это ликбез по строительным материалам с каждым клиентом, где объясняются те или иные преимущества. На данный момент арболит уже мы превосходим дерево по теплоемкости и по стоимости строительства. Но это все людям очень тяжело объясняется, люди не верят, люди привыкли, как дед строил, так и мы строим. Но на самом деле наши деда и тоже строили из арболита, это был популярный материал в СССР. Так, тут разные. Ну, стали еще дилерами по ходу дела, окна, двери. Вот. Это все мы тоже продаем как дилерам. Вот инновационный подход, было такое описание. На самом деле материал настолько старый и настолько исследован и в мире, и в России, что изучать только те диссертации, те научные труды, которые были сделаны по этому материалу, это уже более чем достаточно, чтобы шагать большими шагами. Были написаны очень диссертаций много, исследованы вплоть до того, что каким образом должна быть формирована щепа, какие добавки и какие процессы формирования этого продукта максимально были исследованы, и эти исследования я знаю, и их применяю, поэтому мы развиваемся. И ближайшие наши перспективы это не только самостоятельное строительство, но и доведение оборудования до полуавтоматизма. Потому что, закупив оборудование, у нас
возникло много трудностей. Есть, но она очень дорогая. Вот, и технология-то не совсем правильная. Так. Наш бизнес, показатели у нас. Средний оборот, мы работаем с 2014 года. Средний оборот где-то 600 тысяч рублей в месяц, прибыль где-то 150 рублей в месяц. Ну, здесь еще есть дополнительные расходы на те месяцы, которые мы не работаем. Вот. Бывает такое, что январь примерно мы иногда стоим в связи с тем, что нету клиента, как бы еще предыдущие, кто о том, что мы будем строиться, они думают о новом годе. Примерно так. На данный момент мы уже строим дома, которые можно соотнести по стоимости квадратных метров в квартире. Наша стоимость строительства дома это 10 тысяч за метр квадратный. Если это мы смотрим дом 2 этажа 10 на 10, следовательно стоимость дома такого будет 2 миллиона стоить. Это уже будет фундамент, подготовка фундамента, вся подготовка проектной документации, разработка геологических изысканий. Это стены будут из арболита, которые 40 сантиметров, которые проходят по всем. Это подходит, это уже будет крыша и перекрытие. Крыша уже тоже с кровельным материалом. Так. А проект вы сами делаете? Да. Ну, наша компания делает. Я как инженер, я их контролирую, но не сам я лично их черчу, я их только проверяю. Вот в этом наше еще дополнительное конкурентное преимущество, мы выполняем полный цикл. От изысканий до строительства, и сейчас мы уже можем и полностью отделку выходить. И с отделкой под ключ в дом у нас примерно как квартира выходит. Вы все равно ходите, да? Нет, для малоэтажного строительства там не требуется. Поэтому мы как бы больше трех этажей мы не строим, и мы не лезем в проектирование, в какие-то сложные конструкции, только вот такие вещи. Ну, плюс мы еще все рассказываем людям, как им обслуживать дом и как им дальше вообще жить в этом доме. Так, это планы у нас. Ну вот о планах доработать оборудование до такой формировать по франшизе, потому что не всегда это все доступно и не всегда дешево, чтобы, допустим, человек из двушки в городе Сыктывкаре мог ее продать, переехать к нам в поселок. Вот. Ну и развитие филиальной франшизы, франшизной системы. Это тоже у нас в планах, чтобы развиваться. Сейчас есть уже в России одна компания, которая занимается франшизой по арболиту. Но у них входной билет от 1 миллиона рублей. Мы на данный момент я уже могу предложить там условия от 600 тысяч входной билет. Это уже со всем оборудованием, со всеми технологиями. Так, это фотографировались. Вот. Хотел еще сказать, тут как бы презентация закончилась, но как в планах, да, небольших, это то, что человек, когда выбирает для себя жилье, пусть это будет покупка квартиры или дома, все ориентируются в основном на ценовые показатели и материальные показатели. Это, допустим, объем строительства, стоимость строительства и какой-то там материал. И мало кто задумывается о тех моментах, которые являются эффектом продолжительной жизни в этом доме. Это насколько кислород поступает в помещение, насколько кислорода поступает в спальне, какая оборачиваемость воздуха в кухне, какие материалы были использованы в стенах, да, потому что мы знаем, наш мир сейчас наполнен радиоволнами, микроволнами, и большое количество металла это все на себя аккумулирует, и это все влияет, создаются магнитные поля, которые влияют на наше здоровье, и особенно на здоровье детей и стариков. Они что более чувствительны, потому что их здоровье уже, организм не может бороться со всеми стрессами. Вот. И хотелось бы, чтобы люди начали это понимать, что выбор дома, того места, где они должны жить и спать, это комплексный подход, чтобы они могли
долго и счастливо жить в нашем регионе, по крайней мере, где у нас хороший в целом климат и свежий воздух. Так, в принципе, вот все. Вопросы, пожалуйста. Тут ты зимовал уже в таком доме, да? Вот Конечно, да. Ну, история вообще арболита в городе Сыктывкаре, она, по-моему, начинается с 2006 года, если я не ошибаюсь. Были у нас производители и до меня. И люди очень довольны. Единственное, есть вот по качеству производства, люди покупали материал из Кирова, и был не очень качественный материал, и у них стены пошли плесенью из-за счет несоблюдения технологии. Они допускают, допустим, кору в самом блоке. Мы не допускаем кору, поэтому мы покупаем дорогую, поэтому у нас стоимость немножко выше, чем кировская цена. И люди, вот в Ухте, допустим, мы дом построили, и человек обогревается электрическими аэраторами, как правильно называется, и очень доволен, что электричество немного уходит, что он нагревается, держит тепло. Дом по всем показателям является энергоэффективным. У нас, допустим, минимальный показатель энергоэффективности, это, если мы смотрим по дереву, это у нас должен быть 40 сантиметров стена. У нас все строят брус там 150, допустим, хотя это должен быть стена минимум 40 сантиметров. А так как арболит, он подходит по энергоэффективности примерно как и дерево, и даже по морозостойкости он преобладает там не на долю процента, поэтому мы строим 40 сантиметров. Люди довольны, что теплый дом, и за счет того, что он получается очень прочный, там, если какие-то реконструкцию производят, то это им тяжело произвести, потому что он настолько становится в стене крепким, и у него еще есть упругие свойства, что, допустим, кувалда его даже тяжело выбить. Он не разрушается от динамических ударов, он только от статических разрушается. Он динамические удары очень выдерживает, он отталкивает за счет того, что большого содержания щепы. Там 90% щепа, 10% всего остального. Работаем, да, по индивидуальным заказам, по предоплате, без складов, без работы, как сказать. Пришли, заплатили, мы все сделали, все рассказали, показали. Если надо, мы и отводим к людям, которые уже живут в этих домах, которых мы построили именно. Они все довольны, они всегда готовы принять наши задачи. Себестоимости что главное? Щепа или... Ну вот, допустим, на данный блок, да, если мы рассмотрим, то в данном блоке 860 рублей это щепа стоит в 1 метре кубическом, и 960 рублей это цемент. То есть как бы 50 на 50. Да, ну и плюс остальное это еще затраты на электроэнергию, затраты на рабочую силу, затраты все равно транспортировку, упаковку. Это понятно. Да. А сами щепу не пытались? Сейчас, на следующий год... Вот у вас проект был бы гораздо круче, если бы вот эти входы вы не покупали готовую щепу. Ведь сегодня сбыт щепы-то есть у того же магия. Вопросов нет, да? Вопрос. А вот если сами, вот сегодня отходы деревообработки у нас как бы не очень востребованы, да? Мы там пытаемся всякие проекты в области энергетики, но как-то не очень все получается, и у нас небольшие поселки, где развито лесопиление, лесовырубка, у нас захламлено все, да, вот этими отходами всякими разными. И недаром мы сейчас переходим билеты, брикеты и так дальше, может быть, самим как-то начать. Это же по сути дармовой материал, да, и любой предприниматель, который занимается лесопилением, он вам даром отдавался. Только увозите, только забирайте. Да, но не совсем да. Сейчас объясню почему. Мы нацелены именно на частного леса, мы нацелены на частного потребителя. Создать максимальные условия качества. Но качество они не получится из дармовых сырья. Поэтому мы покупаем дорогую щепу, допустим, вот севлеспиль мы покупаем за 1200 метров кубических щепы. Есть у нас предприятие в Чове, которое за 350 эту щепу продает, там большое количество коры. С корой это уже последствия долговечности дома, это последствия возможности грибка или еще каких-то разрушений и гниения. Если использовать как бы материал для хозяйственных построек в деревнях, там, допустим, для каких-то хозпостроек, там можно технологию ее по-другому совсем сделать.
И это не проблема, и это, на этом же оборудовании все это можно делать, это лишь вопрос подбора состава. А это как бы, ну, вопрос месяца, грубо говоря. Вот. И сейчас как бы вот на этот год у меня сейчас на ближайший месяц это есть у нас большие склады горбыля, но именно горбыль мне тоже подходит только который уже пролежал больше 2 лет, в котором уже сама кора, которая находится, она уже автоматически сама отпадает. Вот мне такой горбыль подходит, а другой уже не подходит, потому что я ориентирован на именно потребителя, на качество потребителя. Ну, вы сами будете его дробить, да? Да. Есть сейчас, вот как начала популяризация арболита, сейчас бешеная начала популяризация, люди начинают писать, люди довольны. Вот с 2005 началось, с 2008 где-то у нас началось. Вот, очень много сделалось форумов и много инженеров, которые с каких-то заводов, они сами начали изобретать определенные щепорубки под это дело. Сначала это были просто самодельные щепорубки, их нельзя было купить на заводе. Сейчас заводы уже тоже эти чертежи переводят в свою сферу, и уже можно купить это у завода, ну, как бы, чтобы использовать в производстве. Мы это все тоже используем. Вот как раз вот появились, вот буквально не совсем, где-то полгода назад вот появились вот эти оборудования для щепы именно лицензионное. На площади видели, наверное, на Стефановской, когда выставка бывает. Все в пропорции, геометрии правильной. Такой будет. Поселок, хотелось бы, показательный, образцово-показательный поселок. С инфраструктурой, с газовым отоплением будет. Город Солнца. Город Солнца, хорошо. Но я заказчик. Нет, Я заказчик. Мы сами, да. Мы сейчас вот будем, есть, нашли деньги на формирование проектной документации. Как бы земля уже в собственности, я уже договорился о том, что мы, как бы, оплата будет после за землю, после реализации домов. Сейчас подбирается, я сам сформирую проект для того, чтобы это был не только красивый, но и экономичный, чтобы можно было людей семьями перевозить. Там будет большая территория, которая рассчитана как бы для молодых семей с детьми. 2-3. Конец Максаковки, это где озеро Шодор. Где озеро Шодор там? В том месте. Вот мы думали назвать его тоже Шодором. Вот, так что следите за информацией, да. Может быть, все хотят продать квартиры и переехать к нам.